Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 18 февраля министр обороны Туркменистана Бигенч Гундагдыев издал приказ, который отменяет передачу жилья офицерам в их собственность по выслуге 10 лет и более, а также вышедшим в запас или потерявшим трудоспособность. Теперь военные могут получить лишь служебное жилье, из которого их вместе с семьями выселят сразу после увольнения или смерти, невзирая ни на какой стаж. Об этом Turkmen News сообщил источник в одном из силовых ведомств страны. Такое в кавычках нововведение усугубило проблему с нехваткой офицеров, особенно молодых, которые и до этого-то массово увольнялись. Приказ номер 34 отменяет 5-й пункт положения о жилищном фонде Министерства обороны Туркменистана и порядке предоставления жилых помещений в вооруженных силах Туркменистана. В нем говорится, что офицеры, выходящие на пенсию после более чем 10 лет службы, могут переоформить служебное жилье в собственное. На практике это выражалось в автоматической приватизации служебных квартир. Отметим, что то же самое прописано в статье 16 Закона о статусе военнослужащих, и эта статья пока остается неизменной. Но нововведение на уровне приказа министра уже вызывает опасения среди туркменских офицеров. Похоже, что теперь максимум, на что могут рассчитывать семьи военнослужащих, это ютиться в служебных квартирах до тех пор, пока офицер не оставит службу или не скончается. После этого от них требуют освободить служебное жилье, а фактически выгоняют на улицу. И это не пустая формальность. Никому не позволят жить на привычном месте долгое время. Как сообщают источники Turkmen News, после утраты права пользования служебной квартирой семьям оставляют на сборы буквально считанные дни. Туркменские военнослужащие с женами и детьми годами скитаются по съемным углам, на аренду которых тратят больше половины своей зарплаты. Таких проблем нет только у самых ловких и ушлых офицеров, тех, которые благодаря взяткам получают жилье уже через 5 лет после начала службы. Это несправедливо, считают офицеры, стоящие на страже Родины по 10 и более лет и до сих пор не получившие положенные по закону свои квадратные метры. Но даже если кому-то повезет, то в жилом фонде Министерства обороны находятся в основном старые нежилые помещения, которые нужно приводить в более или менее приемлемое жилье за свой счет. Например, в городе Туркменбаши военным передали под жилье здание старой городской больницы. Источник сообщает: стены между кабинетами врачей и палатами сносят и таким образом создают 2-3-комнатную квартиру, военные за свои деньги проводят канализацию. Делают ремонт, а по документам квартирно-эксплуатационной части все идет так, будто ремонтные работы провели за счет министерства. Но даже и за такую возможность нужно давать взятки, иначе живи дальше в съемной квартире. Ситуация с жильем и новый приказ министра добавляют сложностей в жизнь туркменских офицеров, которые и без того не избалованы трудовыми и социальными гарантиями. Их зарплата составляет 3-4 тысячи манатов или $150-200. Однако и эта сумма, являющаяся выше средней по стране, никоим образом не компенсирует тяжесть службы. Рабочая неделя у офицеров, как и во всем Туркменистане, 6-дневная. Вместо 8-часового рабочего дня они проводят на службе 10 и даже 12 часов. Руководство требует, чтобы офицеры были на месте уже в 7-8 часов утра, а отпускают домой не раньше 18-19 часов. И даже в воскресенье офицеры обязаны до полудня находиться на рабочем месте, например, заниматься спортом. Вопреки закону, никто не оплачивает им сверхурочную работу. Доходит до самого постыдного крохоборства. Например, семьям умерших военнослужащих положена денежная помощь в 10-кратном размере годовой зарплаты. Но нередко руководство воинских частей задним числом оформляет документы об увольнении, чтобы не платить эти деньги. Все это делается с ведома чиновников в Ашхабаде. Офицеры с пессимизмом смотрят и на правительство, и на ситуацию в стране, и на саму суть своей работы – защиту Отечества. Туркменская армия очень забюрократизирована, нижние чины запуганы и безинициативны. С некоторых пор стало не принято писать заявки в Ашхабад с просьбой обеспечить воинскую часть тем или иным необходимым, потому что офицерам потом за проявленную самодеятельность устраивают разнос. Орут на них, оскорбляют с использованием нецензурной лексики, а из самого Ашхабада приезжают комиссии с проверками, делают замечания и выговоры командирам. После таких взбучек никуда впредь писать не станешь. Как результат, в большинстве воинских частей офицеры массово увольняются. Месяц, когда в одной конкретной части оставили службу всего лишь 2-3 офицера, считается удачным. Обычно уходит больше, и большинство из них далее ищут возможность уехать за границу. Это не так сложно, как кажется. Если человек не имел доступа к гостайне, он может уехать сразу же,
если же имел ТО через 5 лет после увольнения. В случае, если возникают сложности, можно заплатить взятку. Ранее Turkmen News уже сообщал, что то же самое происходит в полиции, как минимум в Дашогузском вилаяте. Полицейские имеют неплохие по туркменским меркам зарплаты, но за рубежом они могут получать столько же или больше, работая, например, таксистами. А ответственности и нервотрепки там не в пример меньше. Отъезд из страны военнослужащих и сотрудников полиции – это относительно новая тенденция. До недавних пор трудовыми мигрантами становились безработные или дехкане, отчаявшиеся прокормить семьи выручкой от сельского хозяйства. Теперь же уезжают и те, кто в Туркменистане принадлежит к обеспеченным слоям общества. Миграция набирает обороты несмотря на то, что власти пытаются сдерживать ее, тормозя выдачу загранпаспортов и поддерживая визовый режим со всеми ключевыми странами и просто не допуская людей на самолеты с уже купленными билетами. Высшее руководство Туркменистана должно обратить пристальное внимание на ситуацию с предоставлением военным жилья, повышением их заработных плат и улучшением обеспечения. Иначе текучка кадров в Министерстве обороны может в конце концов привести к тому, что защищать отчизну в буквальном смысле будет некому. У вас имеется интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.